Сегодня отмечают Международный день родных языков. Одно из значимых событий дня – всероссийский этнодиктант на языках коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, их обряды и праздники. В Чувашском государственном педагогическом университете имени Яковлева стартовала межпредметная олимпиада по чувашскому языку и литературе для учащихся 9-11 классов. Этнокомплекс ясно познакомил ребят с родными языками жителей Поволжья. Главные герои праздника – Хельмучи, Юшток Кыгыза и Толбабай. Что это за персонажи и на каком языке они разговаривают, расскажет Ольга Алексеева. Еще раз ножки высоко, далеко. В День родных языков в этнокомплексе прошел фестиваль национальных Дедов Морозов. Кто, как несказочные волшебники, могут заинтересовать детей изучать родной язык. Хельмучи одним взмахом своего посоха заставил ребятишек и их родителей петь, танцевать и героев чувашских сказок вспоминать. Аршури, Вупыркарчик, Упа. А это марийский Дед Мороз со своей свитой на праздник прибыл. Приветствие на своем, родном и танцы с песнями народные. Еще по кругу идем, под музыку. Сегодня здесь собрались Деды Морозы и Снегурочки из разных уголков Поволжья. Давайте с ними познакомимся. Марийский Дед Мороз, Иште Кугуза. Марийская Снегурочка, Лум Идер. Чувашская Снегурочка, Юр Пике. Чувашский Дед Мороз, Хельмучи. До следующей зимы! А вот и Баба-Яга марийская. Отличить от чувашской или русской ее можно по костюму, национальному. В первую очередь внешность другая в национальном стиле и в поведении. Марийская Вуверкува чуть мягче. Она любит детей и взрослых и не вредничает. Вредничает или нет, дети были рады всем героям праздника. Но удивил всех российский Дед Мороз, который появился в окружении людей-моржей. Только вот сам дед оказался не настоящим. Скинул шубку и в воду. И к нам! А польешь молодых моржей! Давай! Ледяная вода для людей-моржей – родная стихия. Душа радуется, родная речь так и льется. Отлично! Мы закаленные люди. Тавах, Чувашень, Пиделая, Хаван. Гости праздника смотрят, слушают и запоминают. Здорово такое мероприятие провели. Было весело. Я сам ощутил себя как племянница. Понравился праздник? Да. Это мои внуки Давид и Даниил. Сегодня больше всего, естественно, гости Дедов Морозов со всех регионов. Молодцы, хочу сказать. Так, дружба, любовь всегда должна царить на земле. Впервые на празднике был исполнен марш Хельмучи. Мы еще все вместе договорились создать совершенно потрясающий маршрут, который называется «Зимние волшебники России». Этот маршрут будет соединять все наши резиденции – Удмуртию, Мордовию, Марийскую республику, Чувашию. И, конечно же, все гости, которые будут путешествовать по этому маршруту зимой, в период с декабря по январь, они все будут обладать хорошими призами от Дедов Морозов. Важная часть праздника – мастер-классы от Дедов Морозов. Ребят познакомились с культурой и традициями народов Поволжья. Например, Хельмучи рассказал о музыкальных инструментах Чувашии и показал, как они звучат. Я приезжаю к своему другу и брату Хельмучи каждый год. Мы с ним каждый год вместе зиму провожаем, да весну встречаем. Также он ко мне постоянно в гости приезжает на мои фестивали. Вот это мой волшебный посох. Он исполняет все желания. Но главное загадать желание и подержаться за него. Можно я тоже попробую? Конечно, можно. Главное желание загадать. Что ж, свое желание загадала, исполнится или нет, я узнаю, наверное, уже в этом году. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика, из Чебоксарского района.